Казахстан. В Алма-Ате бульдозеры начали демонтировать ларьки на рынке под открытым небом, несмотря на протесты торговцев. Власти распорядились снести ларьки, чтобы очистить территорию для строительства новых правительственных зданий. После сноса нескольких ларьков и контейнеров торговцы договорились с властями отсрочить демонтаж на неделю, пока они сами не свернут торговые точки. Киргизия. Журналисты собрались перед посольством Франции в Бишкеке, чтобы выразить солидарность с жертвами теракта в парижском сатирическом журнале «Шарли Эбдо». Журналисты вручили французскому дипломату письмо с соболезнованиями. По словам дипломата, кровавый теракт является нападением на все журналистское сообщество. 7 января вооруженные люди застрелили 2 полицейских и 10 сотрудников сатирического журнала, которым ранее угрожали расправой за публикацию изображения пророка Мухаммеда. В столице Сербии Белграде члены профсоюза протестовали против запланированной приватизации государственной энергетической компании. По словам протестующих, профсоюзные организации должны принимать участие в планировании и осуществлении планов по продаже компании. Как полагают эксперты, меры экономии в Сербии, в том числе планы приватизации крупных компаний и увольнения государственных служащих, может привести к потере 27 тысяч рабочих мест. В пакистанской племенной области Хайбер учреждены первые службы спасения. Впервые в их состав включены пожарные команды и медицинские бригады, в частности машины скорой помощи и пожарные машины. В ближайшее время подобные службы спасения появятся еще в 6 племенных областях. В Тбилиси дети и родители приняли участие в праздничных торжествах в здании грузинского парламента. Служащие парламента присоединились к гостям. Торжество состоялось между Новым годом и Рождеством по православному церковному календарю.